20 августа 2016 год. Калой Картоев, известный в спортивном мире под именем Селим Яшар, начинает свое выступление на первых для себя Олимпийских играх. Путь к финалу был непростым. В каждой схватке нашему земляку противостояли очень опытные и сильные спортсмены. На финальную схватку Олимпийских игр Калой Картоев вышел против непобежденного Абдулрашида Садулаева. Завоевав серебряную медаль на столь престижных соревнованиях, Калой золотыми буквами вписал свое имя в историю ингурского спорта. Калой Картоев, также известный как Селим Яшар, родился 20 февраля 1990 года в сельском поселении Далаково, Республика Ингушетия. Российский и турецкий борец вольного стиля, серебряный призер Олимпийских игр, призер чемпионата мира, двукратный чемпион Турции. В 9-летнем возрасте Калой Картоев впервые приступает порог зала вольной борьбы. Утром школа, а вечером изнурительные тренировки в школьном спортзале, где под руководством Адама Шакриева сделал первые шаги будущий призер Олимпийских игр. Спортзал был маленький в школе. Там одновременно уроки физкультуры проходили и открыли секцию вольной борьбы. Первые шаги в этом виде спорта я делал под руководством Адама Шакриева. Самый интересный момент был именно по школе. Я помню, когда я в школе получал плохую оценку или за какое-то плохое поведение родители вызывали в школу, отец туда не приходил, мама приходила. И когда мама рассказывала, что я натворил, отец меня наказывал двумя словами. Все, пока ты не исправишься, ты на борьбу не идешь. Это для меня было наказание. Если я на борьбу не пойду, это лучше бы он меня побьет, там, без разницы. И я пытался быстрее исправить ситуацию, чтобы он меня пустил на борьбу. Я вот так любил этот вид спорта. Поэтому мешать, я думаю, нет, учеба спорту не мешает, она наоборот даже помогает. Я не скажу, что я прям хорошо учился, но и неплохо. Я такой был средний ученик, неплохо учился, и в школе неплохо учился, и в университете я закончил 2 высших образования у меня. Сейчас я заканчиваю магистратуру, тоже в Краснодаре. В 2003 году по окончании 9 классов Калой переезжает в Краснодарский край в город Белореченск и поступает в один из вузов города. Адаптироваться в новом для себя месте Калою помогает родная тетя, которая всячески поддерживает племянника в начале студенческой жизни. Спустя несколько месяцев Картоев узнает, что в городе есть зал вольной борьбы и решает возобновить свою спортивную карьеру. В начале, когда я туда уезжал, у меня не было целей и не было таких задач, что я там буду заниматься, что я там буду
именно борьбой заниматься. Там были цели другие, были цели учеба. Отец меня туда отправил, чтобы я учился, получил образование. И поэтому вначале, приехал я туда в город, мы с отцом вместе поехали, устроился на учебу, начал заниматься, учиться. И где-то через пару месяцев я узнал, что в этом городе тоже есть зал борьбы. И пошел туда, узнал, кто там тренер. Я помню, даже меня спросил тренер, там был русский был тренер, Аркадий Георгиевич. И он мне говорит: ты занимался вообще борьбой? А у меня ухо было поломано. Я говорю: да, я занимался, я там республику несколько раз выигрывал, там Ингушетию, я был первым номером, там то все. Он говорит: давай, говорит, мы тебя проверим. Это первый день. Я даже с собой вещи не взял. Я говорю: у меня нету там борцов. Я, говорит, все тебе дам. Он мне отдал борцовки, все, я вышел на ковер. И там тогда был у него этого Аркадия Георгиевича был ученик, до сих пор дружим, Игорь Солдатов, фамилия была у него. До сих пор помню. Он был мастер спорта. А мне до мастера было далеко. И он мне говорит: вот, я, говорит, сейчас я проверю, давай, короче. И мы вышли на ковер, он мне дал трико борцовки, мы начали с ним бороться. И, понятное дело, я физически где-то что-то мог делать, но так как был не слабым. Но по приемам, по технике я проигрывал. И проиграл схватку, и он мне говорит: да, говорит, видно, говорит, что занимался, но, говорит, это, говорит, не то, что ты, говорит, не то учил. Говорит, мы тебя будем, короче, учить, будешь, говорит, заниматься у нас. Я остался там у него, писал этого тренера, потом еще тренер появился там, турок был, Кара Ибрагимов Яшар Ахмедович. Вот мы под руководством этих двух тренеров, я там начал заниматься. Это был 2004 год. Спустя всего 3 года Калой Картой становится победителем первенств России и Европы среди кадетов. Поняв, что пора поднять планку, талантливый борец из Ингушетии решается попробовать свои силы на юниорском уровне. Уже с новыми и более опытными спарринг-партнерами Калой усиленно готовится покорять новые вершины. Когда я по юниорам перешел, в этом городе эти же тренера сами мне сказали, что надо идти куда-нибудь в другой зал, переходить там, где борцы сильнее, потому что когда ты, где бы ни было, когда ты достигаешь именно в том месте, где ты находишься, если ты видишь, что нет уже куда дальше стремиться, надо переходить. Я на тот момент перешел, получается, они же сами же меня в Краснодар отвезли, уже в город Краснодар, а это был край, от Краснодара где-то 120-130 километров. Я переехал в Краснодар, там была школа побольше, там было спортсменов побольше. И там мы начали заниматься уже под руководством Магомедова Абдулла Гаирбекович. Он на сегодняшний день, он тренер, заслуженный тренер России, он заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, двукратный чемпион Кубка мира СССР. Боролся очень сильно сам, и потом начал тренерскую работу, и я попал к нему, получается, уже в городе Краснодаре. Тогда он тоже набирал новых ребят, у него был, получается, я, еще мой друг Давид Сафарян, чемпион Европы, чемпион мира по взрослым, чемпион Европы, чемпион мира по юниорам. Он тоже со мной все возраста проходил, на Олимпиаде боролся, 2 раза участвовал на Олимпиаде. Вот мы вдвоем, это его первые ученики Магомедова. Но на тот момент в нашем зале тренировались Белял Махов, Анивар Гедуев, Бесик Кудухов, я, Давид. Очень много ребят было. У нас в зале тогда 2 ковра было, этот зал до сих пор есть. На 2 коврах где-то
от 30 до 50 человек было на тренировке. Любой профессиональный спортсмен нуждается в поддержке близких людей. С первого дня начала спортивной карьеры настоящей опорой для Калоя стал его отец, который по сей день является личным тренером и психологом для сына. А самый главный человек в жизни – мама. Она предпочитает не смотреть схватки сына, а проводить это время в молитвах за благополучный исход выступления Калоя. Мама, она никогда не была на соревнованиях. Она даже по телевизору, можно сказать, так одним глазом может посмотреть и уйти. Она долго не выдерживает мои схватки смотреть. Соревнования она переживает. Но, можно сказать, больше, чем я, мой вид спорта любит мой отец. Он прям фанат этого вида спорта. Сам он только в армии занимался чуть-чуть. В армии неплохо боролся. Он еще до армии занимался, потом в армии за счет борьбы прям ему, и он рассказывал, что в армии было легко из-за того, что он там участвовал на соревнованиях по борьбе. Но он после армии далеко не пошел, оставил спорт, пришлось работать, женился. Но все, что он, наверное, сам хотел, как бы, да, он пытался реализовать, чтобы сын. И отец лучше меня знает моих соперников. Отец лучше меня знает мои турниры, когда, что, где. Очень сильно переживает, он ездит на соревнования. Не всегда, но когда получается, он пытается ездить на соревнования. И можно сказать, я могу с уверенностью сказать, что если бы не мой отец, именно такой, какой он есть, и мама, которая постоянно молится дома, я бы этих результатов не добился бы. Потому что это очень важно. Родители это самое святое, что у людей есть. И без их поддержки, без их мольбы ни у кого ничего не получится. Постепенно становясь победителем всевозможных престижных турниров на юниорском уровне, Калой Картоев в качестве лучшего борца мира в своем весе попадает во взрослую сборную страны. В 2013 году Калой сменил спортивное гражданство и начал выступать за Турцию под именем Селим Яшар. В 2014 году завоевывает звание чемпиона Турции и становится бронзовым призером чемпионата мира. В 2015 году попадает в пятерку лучших на Кубке Яшара Дагу, становится вице-чемпионом мира. В 2016 году Калой был вторым на Кубке Яшара Дагу, восьмым на чемпионате Европы и розыгрыше Кубка мира. А уже в 2020 году Калой становится победителем международного турнира Яшар Дагу, 2 неделями ранее став третьим в чемпионате Турции. На протяжении, получается, в 2006 году я перешел уже в город Краснодар, и по 2013 год я был там. За это время юниоры все выиграл, по взрослым в сборную попал. И в 2013 году я был еще в Краснодаре, мне поступили предложения, несколько стран приглашали меня в свою страну, контракты, чтобы я за них выступал. И как-то, можно сказать, Турция была и ближе по всем параметрам. Как бы, ну, я выбрал Турцию. И перешел я в Турцию. Там Барухоев Адам работает менеджером
сборной командой. В тот момент, когда меня турки звали в Турцию, они через Адама это делали, через Адама я туда переехал, через Адама Барахоева. И по сей день мы в одной сборной Турции, он там работает также менеджером, я выступаю до сих пор. И там у меня уже карьера пошла. Но там, как только я получил разрешение выступать за эту страну, я выступил сразу на чемпионате Турции, выиграл Турцию по взрослым. И сразу поехали, через пару месяцев мы попали на мир. В 2014 году чемпионат мира был в Ташкенте. Чемпионат мира в Ташкенте, это был у меня, получается, за 1,5 года второй старт. И там я стал бронзовым призером. Там я первый раз встретился со своим соперником по финалу Олимпийских игр Абдулрашидом Садулаевым. После Олимпийских игр 2016 года в родной Ингушетии Калоя Картоева встречали как народного героя. После окончания Олимпийских игр мы только добрались до деревни Олимпийской обратно. У меня телефон уже разрывался, кто только не звонил, я даже всем отвечать не успевал. Я уже понимал, что дома всю свою республику обрадовал. Это было, конечно, очень приятно. Потом мы прилетели в Стамбул, со Стамбула в Москву. Там в Стамбуле нас встречали, потом с Москвы домой. Я несколько дней нормально не мог выспаться из-за перелетов. Но несмотря на усталость, когда я приземлился у нас в аэропорту Магас, когда я увидел всю республику, которая меня встречает, у меня усталость как рукой сняло. Было очень приятно, что я смог обрадовать всю свою республику. И так за меня переживали, так за меня болели. Я благодарен всем, кто там был. А там была вся республика. Они все молились и за меня, и за Хасана Халмурзаева, и за Магомеда Мусаева. Именно мы троем были на этих Олимпийских играх. Вся республика за нас болела, за нас переживала. И я всем жителям нашей республики, кого знаю, кого не знаю, я всем им благодарен за такую встречу, за такую приятную встречу, за такую поддержку. Ради этого, ради таких моментов, я думаю, стоит тренироваться. Я уверен, что стоит тренироваться, ставить цели, идти к этим целям, выигрывать и радовать свой народ. И, иншаллах, я и дальше собираюсь продолжать, насколько хватит моих сил. В преддверии любых соревнований наш земляк основную часть подготовки проводит в Ингушетии, а после тренировочные сборы продолжаются в Турции в составе сборной страны. Последние несколько лет чаще тренируюсь дома, так как у меня сейчас побольше времени от сборов. Тренируюсь у себя, вот в этом зале тренируюсь, где я живу, в селе Далаково. В Назрановском зале тренируюсь,
И в Владикавказе, как я говорил, в Владикавказе тоже у меня разные планы тренировок, у меня каждый день разные тренировки, смотря какая тренировка. Поэтому каждый день бывает по-разному. Но у меня есть тренера, которые меня направляют, которые консультируют, правильные тренировки расписывают, меня подводят к соревнованиям. Большую часть времени Калой Картоев предпочитает проводить дома в родной республике. Помимо тренировок в родном селе, Калой периодически посещает спортивные залы Ингушетии, где передает свой опыт молодым спортсменам, проводя для них мастер-классы. Посмотрите, я прохожу эту ногу с правой стороны. Вот эту ногу, даже если он ее назад поставит, я ее увожу. То есть сколько с разных ситуаций. Вот. Я ее могу с контакта взять. Вот двигаясь сюда, в один момент прохожу, становлюсь. Тут надо пройти и сразу стать. Если я пройду, прошел, чуть-чуть голову опущу, я здесь останусь. Он меня загрузит. Вот смотрите, я вот прошел, вот вышел. Уже сбоку мы. Отсюда, если он ко мне будет поворачиваться, я просто его подниму. Вот еще раз, смотрите. Вот. Просто скинуть пищец. Если он будет разворачиваться ко мне, просто я поднимаю его. И назад. Отсюда можно пройти в одну ногу. Вот, например, в борьбе. В одну ногу, когда я прохожу, у меня захват постоянно идет борьба здесь сначала. Кто руку внутрь засунет, вот сюда. Вот сейчас я буду контролировать его. Если он засунет, теперь он. Мне отсюда надо опять сюда заходить. Кто вот руки внутри держит, он контролирует схватку. Да. Двигай, я его шунгую уже. Цинкиргиш, что он на холе, он уже будет контролировать. Я вот прошел отсюда, да, сейчас. Если он на голову руку мне ставит, вот, бывает такая ситуация, вот он меня вниз тащит. Я ее скидываю. Один раз скинул. Еще раз скинул. На третий раз я его скинул и пошел. Тоже в одну ногу. На сегодняшний день Калой является самым успешным борцом вольного стиля в Ингушетии, став для многих молодых спортсменов нашей республики настоящим примером трудолюбия и грамотного подхода к своему делу. У нас маленькая республика, и, как говорится, мы маленький, но гордый народ. Вот приятно, когда тебя именно вот спрашивают про твою профессиональную деятельность, пытаются своих детей как-то направить в том же направлении, пытаются узнать что-нибудь полезное от этого, в этом виде спорта от меня. Я, в свою очередь, с удовольствием делюсь своим опытом, посещаю разные залы нашей республики, с удовольствием прихожу, тренируюсь и с подрастающим нашим поколением. Это, конечно, это радует, это не может не радовать, так как это наше будущее. Сегодняшние спортсмены, действующие, они завтра завершат карьеру, продолжать радовать нас должны подрастающее поколение, которые будут также бороться, выигрывать в разных соревнованиях. Это не может не радовать, это меня, конечно, это радует, я доволен этим. И часто, конечно, часто бывает и на улицах, и в спортзалах, и в интернете, и по телефону. Там много что спрашивают, консультируются, желают и мне дальнейших успехов. И когда говорят, вот болеем за тебя, наблюдаем, молимся, конечно, это очень приятно. Спортсмен перестает быть профессионалом в тот момент, когда подумает, что выиграл все возможные награды и цель достигнута. Нет предела совершенству. Именно такими словами, как и в начале своей карьеры, Калой Картоев продолжает усиленно готовиться к новым для себя стартам. А на вопрос, какая у тебя цель, у нашего земляка один ответ. Цель остается прежняя. Это Олимпийские игры Токио.
готовимся к отборочному турниру в данное время. Я должен был поехать на турнир, вот, который отборочный. Но его перенесли. Ну, будем держать себя в форме. Я сейчас неплохо себя чувствую. Я после всех травм пришел в себя, прооперировал ногу, вылечился. Сейчас я уже 3-4 месяца я уже стабильно тренируюсь. Недавно выиграл очередной турнир, который является у нас отборочным. Поэтому я готов, я жду турнира. И если Всевышний Аллах позволит, я хочу попасть на Олимпийские игры в Токио. И на одну ступеньку еще подняться. У меня одна ступенька осталась. Я хочу серебро у меня есть, не хватает золота. Цель остается это.